В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амши-Кшара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. О внедрении патентной системы налогообложения. Репортаж заседания сессии парламента. Проблемы репатриации абхазо-базинского народа. Первая международная общенациональная научно-практическая конференция в Сухуми. 30 тысяч кубометров очищенной воды в море. Репортаж о работе очистных сооружений. 8 из 13 вопросов обсудили сегодня на заседании сессии парламента. 5 из них были отложены для доработки. Законопроект о патентной системе налогообложения вызвал у депутатов много вопросов, но в итоге был принят в первом чтении. Рената Шакая расскажет подробности заседания. Проект закона о патентной системе налогообложения и внесении изменений в закон о системе налогообложения в виде специального налога на отдельные виды деятельности. Именно эти первые два вопроса повестки дня вызвали бурную полуторачасовую дискуссию. Представляя оба этих законопроекта, представитель президента в парламенте Дмитрий Шамба пояснил, что патентная налоговая система призвана упрощать налоговое администрирование. В первую очередь предусматривается то, что плательщики данного вида налога, они будут по упрощенной системе уплачивать налоги, а именно не будут вести бухгалтерскую отчетность, представлять бухгалтерский отчет в налоговые органы. Также введение уплаты патента заменяет собой уплаты других видов налогов, которые изложены. Председатель профильного парламентского комитета Наталья Смыр подчеркнула, что на заседании комитета законопроект обсуждался дважды. Депутат объяснила, что с внедрением новой системы налогообложения ставка выплат для предпринимателей не повысится. Я хочу заверить всех коллег и депутатов, в частности наших, что речь о повышении ставок не будет. Да, здесь внедряется новая система налогообложения и будут приняты новые ставки, но я хочу сказать, что ко второму чтению мы будем достаточно углубленно, четко, жестко рассматривать именно суммы, процентные ставки по тому, как будет вестись сам учет налогообложения. Министр экономики Адгур Арзымба отметил, что в перспективе патентная система налогообложения даст возможность собрать в один пакет все разрешительные документы, что значительно облегчит жизнь предпринимателей. Если говорить конкретно о патентной системе, то в перспективе мы можем говорить, допустим, для тех, кто занимается перевозкой пассажиров или иных видов деятельности, для осуществления которых нужны дополнительные разрешительные документы, лицензии или иные какие-то документы, мы можем, в принципе, все это собрать в один документ, и наличие патента будет подразумевать под собой наличие всех остальных разрешительных документов, что упростит, в принципе, жизнь предпринимателя. Это если говорить концептуально. Что касается второй части, озвученных, уважаемые депутаты, вами вопросов в части повышения конкретных ставок. Здесь позиция Министерства экономики, она отражена в нашем заключении. И первое комитетское заседание, и второе комитетское заседание, и потом были проведены соответствующие совещания. И здесь сегодня в выступлениях мы слышим о том, что ставки повышать мы не будем. За принятие первого законопроекта о патентной системе налогообложения проголосовали 26 депутатов, 4 против, 1 воздержался. За внесение изменений в закон о системе налогообложения в виде специального налога на отдельные виды деятельности проголосовало 25 депутатов, 5 против, 2 воздержались. Оба законопроекта приняты в первом чтении. Парламентарии единогласно и в окончательном чтении решили внести изменения в закон о государственных наградах и почетных званиях Абхазии. Законопроект предусматривает введение нового почетного звания «Заслуженный спасатель Абхазии», которое распространяется на сотрудников МЧС Абхазии со сроком службы от 15 лет и выше. За законопроект, представленный Дмитрием Шамбо, о внесении изменений в некоторые законодательные акты республики в сфере административного правонарушения депутаты проголосовали единогласно. Дмитрий Шамбо отметил, что проект закона направлен на преодоление существующего законодательного пробела в установлении и применении мер административного взыскания при нарушении правил плавания, правил эксплуатации
эксплуатации и управления судами. Благодаря этому законопроекту будут установлены меры административного воздействия к таким нарушителям. Кроме того, повышаются ставки штрафных санкций за нарушение противопожарной безопасности на судах. В первом чтении принят и отправлен на доработку законопроект о внесении изменений в закон о государственной пошлине. Поправки в основном технические. Вот в порядке законодательной инициативы Табагу Баталом Ивановичем было предложено внести изменения в закон о государственной пошлине. Речь идет, проект у всех коллег у вас на руках, речь идет буквально об установлении верхнего предела взимания госпошлины, где сумма иска превышает 500 тысяч рублей. То есть сумма иска, которая превышает свыше 500 тысяч, взимается сумма 1,5%, но не выше, не более 100 тысяч рублей. Это очень, просто это какой-то технический такой момент был упущен. В первом чтении были приняты постановления о даче согласия администрации Чимчирского района на предоставление 60 гектаров земли в селе Элыра Чимчирского района фирме «Кастор» под производство бахчевых культур, а также о даче согласия правительства о предоставлении земельного участка площадью 1,24 гектара в городе Очимчира фирме «Самшит-555» под строительство курортно-оздоровительного комплекса и лодочной станции с причалом. Объект завершен и сдан в эксплуатацию. Рената Шакая, Беслан Джинджоли, Абхазское телевидение. Первая международная общенациональная научно-практическая конференция «Проблемы репатриации абхазо-абазинского народа» открылась в Сухуми. Организаторами конференции выступают Государственный комитет по репатриации, АБИГИ, Академия наук Абхазии, Международный центр кавказоведения, АГУ, а также различные международные и межрегиональные организации. Репортаж Али Китрапш о первом дне конференции. Первая международная общенациональная научно-практическая конференция «Проблема репатриации абхазо-абазинского народа» объединила ученых Абхазии, Турции, Сирии, Иордании, Голландии, Германии, а также Республик Северного Кавказа. Открывая научный форум, председатель Госкомитета Республики по репатриации Беслан Бар отметил, что Абхазия на пути своего становления перенесла немало трагических событий. Из-за махаджирства сегодня сотни тысяч абхазов проживают за рубежом. Нужно приложить максимум усилий, чтобы вернуть наших соотечественников на историческую родину. В условиях малочисленности нашего народа на исторической родине, как никогда, сегодня еще более актуализируется вопрос сохранения родного языка, матрицы этнической культурной единицы, духовности, этнического самосознания и вопросы демографического развития. В решении последней задачи на первый план выходит и дело репатриации нашей зарубежной диаспоры. Данная научно-практическая конференция играет важную роль в усилении и расширении программы по репатриации абхазо-абазинского народа на родину, отмечалось в приветственном письме президента Рауля Хаджимба участникам конференции, которое зачитал советник главы государства Владимир Зантария. По словам организаторов форума, главная его задача – дать научный анализ деятельности Госкомитета по репатриации. Мы хотим изучить демографическую ситуацию нашей диаспоры, то есть потомков тех изгнанников 19 века, которые живут в Турции, в странах Ближнего Востока, в странах Европы. Какова ситуация, как сохранился там язык, каково у них, какое самосознание у них, есть ли у них абхазское самосознание, есть ли у них какое-то другое самосознание. Вот это такой научный анализ пока еще не было сделано. Мы решили такой научный анализ сделать. На конференции более 10 ученых-профессоров выступили с научными докладами на различные темы. Причины и последствия депортации абхазов в Османскую империю, репатриации и проблемы национально-культурного сознания, проблемы репатриантов, взгляд изнутри и многое другое. На сегодняшний день только в Турции проживает около 1 миллиона потомков абхазских махаджиров. Доктор исторических наук профессор Тимур Ачукба считает, что для возвращения наших соотечественников на родину нужно провести соответствующую идеологическую и информационную работу. Это будет часть той программы, которую необходимо принимать, государственную программу по репатриации. Здесь будет, значит, аккумулирование как информационные, о чем я говорил, идеологические и, конечно, материально-технические, также правовые стороны вопроса, ну, конечно, финансовые. Так что комплексную такую программу необходимо создать для того, чтобы мы все-таки могли наш народ объединить, который разбросан по всему миру.
Первая международная общенациональная научно-практическая конференция «Проблема репатриации абхазо-бозинского народа» будет проходить 2 дня. Итогом мероприятия станет принятие резолюций и обращение участников конференции. Алика Трапш, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. Сегодня в Общественной палате Абхазии прошло заседание, посвященное вопросам обмена абхазских паспортов старого образца на новые. Как стало известно, на сегодняшний день более 60 гражданам республики неабхазской национальности отказано в обмене паспорта. На вопросы членов палаты ответили вице-президент Виталий Габня, министр внутренних дел Гарри Аршба и начальник паспортно-визовой службы МВД Эдуард Монаргия. В последнее время в Общественную палату часто стали обращаться граждане, которые сталкиваются с проблемами при замене абхазских паспортов старого образца на новые. Об этом заявила, открывая встречу, секретарь Общественной палаты Нателла Акаба. Мы хотели бы услышать от руководства МВД и от председателя комиссии по гражданству и вообще от наших правоохранителей, в чем причина каких-то проблем, которые возникают. Вице-президент Виталий Габня, который также является председателем комиссии по гражданству, рассказал, почему сегодня к некоторым гражданам республики возникли вопросы. Речь идет о категории граждан, которые на момент принятия закона о гражданстве в период с 1994 по 1999 годы не находились на территории Абхазии, а также граждан, получение паспортов которых не подкреплено архивными документами. Сейчас есть возможность выявить все незаконно выданные паспорта, отметил Виталий Габня. В нашей новейшей истории были времена, где не совсем правомерно авиром, паспортными столами выдавались паспорта. И когда сейчас идет выдача новых паспортов, мы для себя решили здесь и сейчас все незаконные выданные паспорта просто выявить и обозначить, и уже в ручном режиме понять, кого мы можем, все-таки исходя из тех издержек, в которых и непосредственно государство виновато, принять, а кого отсеять категорически. По просьбе Общественной палаты Центром гуманитарных программ была подготовлена аналитическая справка, в которой специалисты общественной приемной при ЦГП подробно проанализировали причины и следствия сложившейся ситуации. По их мнению, существующее законодательство и процедура проверки граждан неабхазской национальности при обмене паспортов требуют серьезного реагирования со стороны власти. Например, очень много людей в указанный период времени были несовершеннолетними, обучавшимися за пределами Абхазии или студентами. По отношению к таким гражданам должны быть приняты поправки в закон. В отношении ряда лиц констатируют незаконное получение предыдущего паспорта гражданина Республики Абхазия. Говорят о том, что они нарушили требования о непрерывном 5-летнем сроке проживания на территории Республики Абхазия. И когда они отказывают в обмене паспорта, получается, что это автоматически приводит к лишению гражданства, к прекращению гражданства. Но в законе 93-го не содержалось положение, требующее для подтверждения гражданства Абхазии факта непрерывного проживания на территории Абхазии в период с 94 по 99 год. Почему я хочу обратить на это внимание? Потому что люди, которые уезжали, они не понимали, что они нарушают закон и потому могут потерять гражданство. Дело в том, что закон 2005 года, вот это положение уже отразилось, что нужно с 94 по 99 год проживать. И проблема заключается в том, что этому закону придали обратную силу. То есть люди абсолютно спокойно жили, уезжали и абсолютно не ожидали, что у них такие проблемы могут возникнуть. Тут мне кажется, не должна вина и ответственность перекладываться на этих людей. Надо подумать, что с этим делать. По словам начальника паспортно-визовой службы МВД Эдуарда Монаргия, на сегодняшний день выписано 41 145 бланков паспортов нового образца. Документ полностью соответствует международным стандартам и гарантирует, что при обмене в следующий раз у граждан уже не возникнет каких-либо проблем. Что касается нынешней ситуации, то, по словам Эдуарда Монаргия, количество граждан, которым будут вопросы, скорее всего, увеличится. На 41 145 человек 66 уведомлений, я не думаю, что это такая огромная сумма. Поверьте мне, она увеличится. К окончанию срока старых паспортов она увеличится и в разы. Поэтому к этому надо быть готовым. А там в уведомлениях четко там прописывается, что им, и помимо того, что им выдают уведомления, им говорят, что какие действия им нужно проводить. В частности, что нужно обращаться
комиссию по гражданству. По всем случаям будет разбираться специальная комиссия, которая в кратчайшие сроки примет решение по каждому гражданину, которому по каким-либо причинам возникли вопросы, отметил вице-президент Виталий Габни. При этом он подчеркнул, что в перечень необходимых документов входят справки с СГБ и ФСБ, для получения которых иногда уходит 5-6 месяцев. У членов Общественной палаты возникло много вопросов и потому, как обстоят дела с выдачей видов на жительство жителям Галского района. Было принято решение посвятить этому вопросу отдельное заседание. Глава администрации Сухума Адгур Харази принял участие в Общероссийском конгрессе муниципальных образований в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичной администрации. В мероприятии приняли участие представители администрации президента и правительства России, органов местного самоуправления, а также экспертного сообщества и СМИ. В ходе мероприятия прошел ряд заседаний тематических секций конгресса. Построенный в марте 2016 года объект очистных сооружений продолжает функционировать. На данный момент здесь работают 37 человек. Благодаря очистным сооружениям канализационные стоки города проходят обработку и только после этого попадают в море. О том, как сегодня работает объект, узнавала Сария Смыр. Масштабное строительство очистного сооружения в Ишере началось еще в 2010 году. До этого объект долгое время не функционировал. Но время показало, что для побережья курортного города подобные сооружения – острая необходимость. Ведь неочищенные канализационные стоки сливались прямо в море по трубе. Со всего города канализационные стоки поступают сюда, на очистные сооружения. Здесь они проходят несколько этапов механической и биологической обработки. И только после этого поступают в открытое море. На территории более 12 гектаров расположены 15 объектов. Административные здания, лабораторные, хлораторные, генераторные, мастерские и 3 основных резервуара, которые способны принимать до 30 тысяч кубов воды в сутки. Сооружения выполнены по европейским стандартам качества и готовы выдержать даже 9-бальное землетрясение. Общая стоимость объекта на момент окончания работ составила более 600 миллионов рублей. Стоки проходят через 4 стадии очистки: отсеивание мусора, очищение в бассейне бактериями, отстаивание и обработка хлором. К удивлению специалистов, в сухумских канализационных водах оказываются хозяйственные отходы. К примеру, бытовая техника, одежда, матрасы, посуда и прочее. Именно по этой причине необходимы первый и второй этапы очистки. Первый этап – механическая обработка. Начало вот я вам показывал. Вот там механические примеси, большие, крупные. Там вылавливаются, через механические решетки проходят, они там вылавливаются, сбрасываются в контейнеры, выводятся в спецавтохозяйство. Это первый этап очистки. Там, значит, удаление песка и нефтепродуктов. Второй этап очистки здесь, биологическая очистка. Вот здесь мы разводим. Не разводим, они разведены. Бактерии, которые они питаются той грязью, пищей, которую содержит городская канализация. Они очищают. Очищенная канализационная вода уже даже после первичной обработки практически прозрачная жидкость. После дальнейшего очищения она и вовсе будет бесцветной. Да, очистка идет вот здесь осаживается весь ил, вся грязь, которая вот море как бы должно было уходить, мы вот здесь останавливаем его. А чистая вода уже к нам приходит на контактный резервуар. Контакт с хлором там происходит. Хлор это убивает бактерии. После хлорирования она уже чистая, уже идет в море. Качество воды уже после 4-го этапа обработки проверяют в лаборатории. Надо отметить, что для получения необходимого результата вода должна окраситься в определенный цвет. Только после этого считается, что ее можно сливать в море. Несколько капель соляной кислоты. И затем мы, вот это титрометр, и капаем соляную, метил-оранж уже. Метил-оранж, и мы определяем, если вот, значит, она порозовела, это уже говорит, что мало хлора. И мы уже по таблице вот результатов исследования остаточного хлора определяем, сколько хлора на 100 мл воды у нас вышло. И записываем уже это все. Полученную таким образом технически чистую воду можно применять в оросительной системе. Но в связи с тем, что у нас недостатков воды нет, очищенную воду просто сливают в море. Сария Смыр, Саида Гухава, Абхазское телевидение.
В Минсельхозе прошла встреча с начальниками районных управлений сельского хозяйства. Обсуждались методы борьбы с мраморным клопом. Речь шла также о распределении по районам страны поступивших в Абхазию спецсредств для уничтожения вредителя. Подробности у наших корреспондентов. Около 80% орехов фундука уничтожено мраморным клопом, сказал заместитель главы администрации Галского района Томас Цвижба. При этом орех – одна из тех агрокультур, которую традиционно возделывают жители Галского района. И нашествие мраморного клопа существенно сказалось на доходах людей. По словам Цвижба, руководство района при поддержке главы государства и Министерства сельского хозяйства принимало меры по борьбе с вредителем. В нижней зоне на сегодняшний день даже кукурузные поля, где у населения было там, скажем, по гектарности, 10% они не смогли выращивать. В таком ситуации находится сегодня Галский район. Касаясь лечения, мы провели, даже мы использовали радиацию, вы прекрасно знаете, двухразовое лечение мы сделали, кратное. Даже я могу назвать поселок, где мы это сделали, поскольку эффектов на самом деле не было, мы не можем сказать, потому что если мы это не сделали, вообще хуже было. Начальник управления сельского хозяйства Ткварчалского района Амиран Джинджоля подтвердил, что мраморный клоп существенно навредил сельскому хозяйству района. Он отметил, что ущерб, нанесенный мраморным клопом в некоторых селах, достигает 60-70% урожая. Между тем, в предгорных селах, по наблюдениям Амирана Джинджоля, клоп встречается реже. В данный момент ситуация такова, что мне, по моим наблюдениям, огромное количество вот этой заразы просто-напросто рынулась в наш район. За то, что она там в первые месяцы лета не находился, другие особи, видимо, где-то скрывались или как-то. Во все жилые помещения, на дома, полностью люди начали все переворачивать, постель, белье, гаражи, везде полно, и на данный момент тоже. На данный момент в Абхазию завезен груз ядохимикатов, необходимых для борьбы с вредителями сельхознасаждений. Пестициды и феромон бифетринин, которые должны применяться против мраморного клопа при лечении цитрусовых насаждений, а также вакцины для предупреждения заболеваний крупного рогатого скота, были доставлены при посредничестве аппарата полномочного представителя президента по связям с международными организациями по гуманитарным вопросам. Это уже вторая гуманитарная помощь, которую получила Абхазия. Первая была в летний период. Исходя из того, что мраморный клоп уже охватил всю территорию Абхазии, химикаты для борьбы с вредителем распределены по всем районам республики. Это около 2500 литров ядохимикатов и такое же количество 2500 вот эти феромоновые сетки-ловушки. Я хотел отметить, чтобы вы, в первую очередь это от вас зависит, что в районах населения, кому вы будете давать в селах или в горожане, нет разницы, что это гуманитарная помощь, что это бесплатно. Сейчас ведутся интенсивные переговоры с международными организациями по вопросу оказания помощи Абхазии в борьбе с мраморными клопами. По оценке специалистов, необходимо 2-3 года агрохимических мероприятий для полного уничтожения вредителей. Груз ядохимикатов на общую сумму 2 161 550 рублей передан Министерству сельского хозяйства и Государственной ветеринарной службе Республики Абхазия. На Алакове Астамургожба, Абхазское телевидение. И о погоде. По сообщениям синоптиков, завтра в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью кратковременный дождь, днем без осадков. Температура воздуха ночью плюс 5-7, днем плюс 12-14 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.